Вообще я учился в сельской школе, село Чаек, в обычной общеобразовательной школе. И в 4 классе был отбор, раньше в советское время проводились такие отборы, специально приезжали из центра, из Москвы, из Ленинграда. И вот, к моему счастью, приехала Марина Борисовна Страхова прямо в Чаек. К моему счастью, я попал в число тех учеников, которые получили возможность обучаться балету, получить эту профессию в Ленинграде. Таким образом, я попал в Ленинградскую академическую хореографическую школу имени Агриппины Яковлевны Вагановой. Конечно, первое время было мне очень сложно. Во-первых, мне было трудно с языком, так как я учился в киргизской школе, и зачастую мне приходилось наизусть зазубривать, чтобы не получить плохую отметку. Целые параграфы по истории будут, по литературе. И было очень сложно. Действительно, первые 2 года мне было очень сложно. Но постепенно как-то я вошел в тот общий ритм. И, конечно, не сразу пришло ко мне вот привязанность, скажем, к этой профессии. Постепенно уже в старших классах начинаешь уже втягиваться, то есть видишь тех великих актеров на знаменитой Мариинской сцене. И, естественно, это участие на одной сцене с Михаилом Барышниковым в спектакле «Дон Кихот», где он танцевал главную партию Базилия, а мы маленьких, скажем так, уличных танцовщиков, это было в младших классах, наложила свой отпечаток, то есть оказала огромнейшее влияние на мое личное отношение к своей будущей профессии. Появилось какое-то вдохновение, вот именно в полном смысле слова, ощущение этого состояния, вот этого вдохновения. Это уже позже, в старших классах, когда я танцевал на сцене Мариинского театра с училищным концертом. Это фламенко из балета Лауренса Крейна. И когда вот первые аплодисменты, это вообще необъяснимые ощущения и чувства. Вот это все, естественно, дальше подвигло на какие-то, скажем так, подвиги именно в моей профессии, то есть желание доставлять радость зрителю, ну, естественно, самому себе. Окончив училище, я приехал во Фрунзе. Это было в 1979 году. К нам приехал, закончив Ленинградское в то время, Вагановское училище. Молодой, одаренный, симпатичный, приятный молодой человек. Его путь вообще, как вам сказать, он как-то сразу на себя обратил внимание. Первое выступление мое было в балете «Жизель» в вставном ПДД. Партнерша моя была Ирина Иванова. Она сейчас работает в Екатеринбурге. Это великолепная балерина. Мы с ней неоднократно участвовали в конкурсах, фестивалях, ну и не только с ней. И это была моя первая роль. Конечно, было волнение. В то время были очень сильные артисты, и состав балетной труппы очень был большой. Тогда ведь заканчивали
Готовились нам кадры в Ленинграде и в Москве, из Перми приезжали к нам работать. То есть наши национальные кадры обучались вот во всех этих крупных школах. И плюс еще наша местная бишкекская школа. И в результате вот год наплыв был человек 15. К сожалению, этого сейчас нету. Особенно мне запомнились его характерные роли. Очень хороший актер, хороший танцор. «Принц» в балете «Щелкунчик» Чайковского. Эта партия мне очень нравилась, и вообще я с удовольствием танцевал. Национального характера, такого характерного плана партии. Это вот в балете Сарбагишева, автор музыки Молдобасанов, Манкурт, это предводитель Жуани, и был балет Тамирис. Мне очень нравилась партия, это партия Шута в балете «Лебединое озеро». К моему сожалению, я не отличался какими-то физическими такими данными яркими. Я невысокого роста был, но мне все же удалось станцевать многие ведущие партии. Он столько лет уже работал на сцене оперного театра и себя показал. Он действительно один из ведущих танцовщиков был, солистом. Были еще очень много-много других спектаклей. Он очень, знаете, он очень большой, хороший артист. Это сейчас очень редко, когда одновременно артист как танцовщик и артист параллельно. Многие сейчас у нас как? Сейчас очень много молодое поколение просто делает движение, но не играет. Надо же раскрывать образ всегда, кого ты исполняешь. Одно время, помните, наверное, когда вот перестройка началась, это были, да и после перестройки, когда уже кадры нам не поступали из России, то есть мы вынуждены были готовить только здесь у нас, в Бишкеке. Я решил открыть отдельную маленькую студию. То есть она получилась как бы частная школа балетная. Конечно, его раскручивать, приводить вот как в учебную структуру было очень сложно, потому что профессия артиста балета уже готового требует, чтобы его создать, необходимо вести параллельно не только уроки классического танца, там и характерные танцы. В 2005 году мы выпустили первых учеников. В 2004 году я повез одного из учеников на международный конкурс хореографических училищ, то есть выпускников хореографических училищ. Это в городе Лозанне. Это очень престижный конкурс международный. И этот ученик стал финалистом этого конкурса. И всем финалистам поступает предложение от директоров компаний, театров и школ. И ему поступило предложение от директора Венской статс-оперы, французской, Парижской консерватории и Лондонской балетной школы. Он там должен был
пройти годовую стажировку и далее работать в том театре, который он выберет. Он выбрал Вену, Венскую статс-оперу. В данный момент он находится там, работает там. Его зовут Игорь Прокопенко. В прошлом году он приезжал, хотел станцевать здесь Дон Кихот, Базилия, ведущую партию, но, к сожалению, я был вынужден уехать в Москву. Плодотворно здесь работали, сколько они здесь, 2-3 выпуска сделали, но там не зависит от нас обстоятельств. Сами знаете, когда все это финансирование плохое было, здесь директора у нас постоянно менялись, кому-то это нравилось, кому-то не нравилось. В конечном итоге как-то эту школу потихоньку как-то они пытались закрыть. Почему-то показалось Министерству культуры, что я таким путем наживаюсь. И я был вынужден оставить и школу, и театр, и уехал в Москву. В древности у нас же у кыргызов в селе, если есть какой-нибудь талантливый человек, да, то ли певец, то ли танцор, комусчу, акын какой-нибудь, его все время всем селом поддерживали, его кормили, обували, одевали, потому что это человек как бы считался посланный Богом или поцелованный Богом, и все старались ему создать условия и помочь ему. К сожалению, у нас такого нету. Он был назначен у нас главным балетмейстером. И вот отсюда, да, как бы это уже пошло, у нас уже второе с ним знакомство, уже как с балетмейстером. И вот я его рекомендовал на руководителя балета после дипломной работы. Дипломную работу он показал отлично. Я его рекомендовал на руководство балетной труппы. Это очень трудно, сложно. Как раз получилось, что я попал именно в ту пору, когда балетная труппа у нас была в маленьком составе. Был большой отток за рубеж хороших артистов. Но сейчас постепенно добираем, заполняем бреши, в общем, по балетной труппе за счет нашего хореографического училища. То есть ученики старших классов у нас уже оформляются как работники, как артисты балета, параллельно учатся и параллельно работают. В то же время им для них это большая практика. К сожалению, проблема с ведущими артистами. Вот, но сейчас вот идет работа моя совместно с директором театра Булат Барычем Усмоновым по возвращению этих артистов молодых. Мы уже вот заключаем контракт. Ну, в данном случае с театром имени Абая Алматы, театром оперы и балета. Также мы сотрудничаем с классическим театром Казахстана под руководством Аюханова Булат. Его артисты к нам приезжают, то есть и его артисты параллельно будут у нас работать. То есть уже заключены договора, и я думаю, уже мы сможем зрителям вновь вернуть наш театр, ну хотя уже сейчас очень хорошо выходит на балеты. Будучи еще артистом балета, я параллельно работал в других театрах балетмейстером. Это театр Арсена Умаралиева в городском театре. Очень нравилось работать с театром Орду Сахна. Почему? Потому что там была возможность свободы выбора. То есть я имел право набирать тех артистов балета, тех же наших, которые работали у нас в театре параллельно вместе со мной. Это было, будучи артистом балета.
сзади все. Сзади все, ничего не тронуто. И вот графини подошли. Да, вот графиня. Сейчас он ставит балет Раймонду, который когда-то еще в 1949, по-моему, году шел на сцене нашего старого еще в то время оперного театра. Сейчас он возобновил его, так что у него хорошее будущее. Мне кажется, он справится со всем с этим. До этой постановки у нас последние лет 10-15 больших постановок, в общем, мы не отстроили, наш театр не могли ставить, потому что из-за отсутствия финансовых проблем и другие были. Правда, очень мало времени у него, но он готовит. Хочет успеть на фестиваль Бибисара Бишиналиевой, который назначен в марте месяце. И думаю, что, наверное, Раймонда и откроем фестиваль. Сейчас весь коллектив и наш производственный цеха, актерский состав все сейчас подтягивается, мы сейчас работаем. А как получится, как родится спектакль, мы не можем, постановщик, как может сказать, что мы что делаем, хорошо или плохо. Это рассудят зрители, наши болельщики, критики, музыковеды, театроведы скажут. Вот в марте планируем на зрителей. Далее хотелось бы уже в апреле начать работу над национальными балетами. Есть кое-какие задумки. Я сейчас пока не хотел бы пока обсуждать, но с композитором мы уже переговорили. Это очень хороший композитор, тоже пока имя не буду называть, и мы решили совместно работать и над музыкой, и над сюжетной линией этого нового будущего национального балета. Вот. В каком пластическом направлении будет поставлен этот балет? Это ближе неоклассике, то есть ближе к модерн, этнофольк-классике. Я пригласил Волочкову. Естественно, на Волочкову пошли, народ пошел. И мы благодаря ей купили вот линолеум, который лежит на сцене. Я очень благодарен Насте, что она приняла приглашение. Конечно, тот гонорар, который у нее установлен, мы не могли, естественно, платить. Это тогда нереально было бы выступление здесь. И арт-директор Максименко, это мой друг, он оказал влияние на Настю. Ну, естественно, наши переговоры, в общем, это чисто была помощь Анастасии Волочковой. И потом с ее стороны это героический шаг. После родов она еще нигде не танцевала именно классический репертуар, тем более такую партию, как «Жизель». Театр способен выжить сам, и что и он делает.
Я думаю, балетный театр, да и оперный жанр, он не исчезнет, он будет жить у нас и, мало того, развиваться. В этом театре столько людей, в этом зале обитает дух гениальнейших певцов, артистов балета, музыкантов, да и просто людей, которые приходили на спектакли, ходили здесь. И зачастую у нас неординарные личности, я имею в виду зрители. И зритель у нас очень разборчивый и искушенный. Они очень хорошо разбираются в музыкальном жанре. Я горжусь, что я работаю здесь. Да я готов просто ходить здесь, присутствовать. Этот театр для меня очень дорог.